канун празднования Дня Республики в Ингушетии открылся зал тяжелой атлетики. Это первый подобного рода спортивный объект. Он назван, кстати, в честь известного тренера Ибрагима Кадзоева. Сразу после торжественной церемонии здесь же прошли первые состязания по этому виду спорта. Победителей турнира лично поздравил глава региона Юнусбек Евкуров. Репортаж Магомеда Асканова. Спортивный объект площадью около 2000 квадратных метров возвели всего за 2 месяца. Его строительство обошлось в 60 миллионов рублей. Открыть столь важный для любителей тяжелой атлетики объект приехал лично глава республики. В своем приветственном слове Юнусбек Евкуров отметил, что ввод в эксплуатацию таких спортивных сооружений позволяет республике не только развивать спорт, но и растить хороших спортсменов. Должны появиться новые бойцы, новые спортсмены из молодых таких хороших ребят, которые должны показывать хороший уровень, как в округе, так и за пределами округа и страны в целом. Всех поздравляю, но в первую очередь нашего патриарха этого вида, главного тренера, незаслуженного тренера Советского Союза Ибрагима Кадзоева. Первый зал тяжелой атлетики назван в честь именитого тренера Советского Союза Ибрагима Кадзоева. Теперь у этого вида спорта в нашей республике уж точно богатое будущее. Открытие такого здания было давней мечтой Кадзоева. Исполнить ее лично взялся Юнусбек Евкуров. Юнусбек Баландрович, такого зала в России нет. Я могу твердо сказать. Я много ездил по миру, работал за границей, и в Центральной Америке залов таких не было. Именно вот этот зал дал всем вход. Поэтому я очень благодарен. Тем более вы этот зал назвали «Динамо», отдали ведомство «Динамо». Я всю жизнь работал в «Динамо». В «Динамо» я и воспитывал и чемпионов мира, и олимпийских чемпионов. И вы мне, так сказать, вернули молодость назад. Теперь я, хочешь не хочешь, должен стараться работать. И я буду стараться. Сразу после торжественной церемонии открытия в новом зале прошли первые состязания, в которых приняли участие более 20 спортсменов. Призовые места заняли атлеты из Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Глава республики вместе с известными ингушскими атлетами поздравил победителей. Затем Юнусбек Евкуров сам лично наградил спортсменов медалями и почетными грамотами. Глава республики осмотрел зал, где спортсмены будут тренироваться, и остался доволен созданными здесь условиями. В этом зале действительно созданы все необходимые для атлетов условия. Одно оборудование чего стоит, особенно радует спортсменов помосты. Их здесь установили аж 10. В этом комплексе одновременно могут тренироваться более 50 спортсменов. В здании предусмотрены все удобства для тяжелоатлетов. Современные спортивные снаряды, просторные раздевалки, душевые кабинки и большое пространство. В новом комплексе предусмотрены все удобства для того, чтобы спортсмены могли заниматься тяжелой атлетикой, продолжая бить новые рекорды. Радовать любителей тяжелой атлетики спортсмены будут все чаще, потому что новый зал соответствует всем необходимым нормам. Теперь в нашу республику часто будут приезжать атлеты из соседних регионов, ведь современный зал позволяет проводить соревнования в масштабах не только СКФО, но и всей страны. То, что я увидел, это международный стандарт. Великолепные 10 помостов, великолепная организация, великолепный инвентарь, который редко где встретишь, тем более здесь, на Северном Кавказе. Поэтому впечатления только положительные. Я поздравляю всех штангистов Ингушетии с таким прекрасным залом. Такого зала нам дает будущее. Продвижение, стремление нашим спортсменам, чтобы можно было продвигаться в дальнейшем, занимать места, как выезжать за границы. Отличные условия. Это действительно такому уважаемому человеку, это самый достойный зал, который работал. В Индонезии он работал, за границей работал. Столько мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров, сколько раз он выступал, на Олимпиаде был. Строители успели не только построить здание, но и благоустроить прилегающую территорию. Аккуратно уложена тротуарная плитка, посажены цветы и деревья. Своим примером строители доказали, что если постараться за столь короткие сроки преподнести такой подарок ко дню рождения республики, вполне реально. Посмотреть на первый в республике зал тяжелой атлетики пришли и жители региона. У ребят, которые хотят заниматься тяжелой именно атлетикой, будет возможность в нормальных, цивилизованных условиях заниматься. Тренерам будет возможность дать то, что они умеют детям. И вообще по всей республике, которая идет вот именно в спортивном направлении,
лучше не может быть. Я увидел очень много сильных спортсменов. Они показали себя достойно. Каждый хорош по-своему, и победить сильнейший. Теперь копилка спортивных достижений ингушских спортсменов будет пополняться не только в традиционных видах спорта. Совсем скоро у нас своя появится команда тяжелоатлетов, готовых выступать на мировом уровне. Магомед Асканов, Майырбек Мирзоев. Новости 24.